Вот оно, ведро старой коровы. Это одна порция, нормальная человеческая порция в ресторане. Да? И одна, конечно, порция. Но да, это ребро действительно старой коровы. Порода костромская. Мясо молочное. Не молочное, а потом, когда она перестала давать молока, ее забивают. Это порода такая универсальная, 2 в 1. В чем ее особенность, да? То есть, видишь, есть мясо, есть жир. И вот этот жир помогает ей, вот этому крупному волокну, становиться мягким, да, то есть и оно реально приобретает сочность, то есть его можно жевать. Вот, если корова живет, в принципе, где-то лет 15, в среднем такая цифра, да, то они забивают, не ждут, пока она уже совсем там зачахнет, чтобы все равно мясо как бы было на ней и жир оставался. То есть, но при этом оно уже было созревшим. То есть действительно у него был уже какой-то вот этот вкус свой, своеобразный. И я думаю, что около 10 лет забивается. Вот получается вот такие вот выпилы, да, ну то есть вот надо просить, конечно же, приехать там к ребятам, сказать, ребят, мне нужны вот там 4-5 ребер, которые я бы у вас брал. Вот, я беру пилу обычную, да, там, и начинаем, здесь там ножом спилю по краям, вот, а здесь уже выпиливаем по тому размеру, который нам необходим. Это получается из куска грамм 100 мы даем на порцию, да. То есть пилой спокойно пилится нормально, и уже получаются такие вот ленты, видишь. Вот это порция? Это не порция, это то, что будем закладывать, дальше уже тушить. Ага. Вот, а потом уже как будет готово, убираем кость, я тебе покажу, как это выглядит. Вот, и дальше уже получается, что мы уже делим его на кусочки. Фенхель сезон, да, там начинается, вот именно, если говорить о луковицах, да, там с августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, до ноября месяца, да, если не ошибаюсь. Значит, сезон у него идет вот такой прям активный, то есть действительно можно сказать, что это сезонный продукт, его можно употреблять. Плюс вот этот вкус ты попробуешь, просто он где-то, знаешь, вот что-то там, где-то далекое, наверное, присущее, существует и вместе. Все же любят картошку, мясо и грибы, да, то есть это, наверное, три коммерческих составляющие блюда, которые 99,9, да, будет всегда актуален. Вне зависимости от сезона, наверное, да. Вот. Но здесь как бы интерес был в том, что можно было сделать банальное пюре с пармезаном, и было бы очень вкусно. Но нужно было добавить что-то, какой-то вот нотки, опять же, сезонность и интерес людям, чтобы все это по-другому во рту звучало. Поэтому картофель, основная масса, там, на 2 килограмма картошки я беру килограмм фенхеля, в одну кастрюлю заряжаем и начинаем ее варить. То есть она варится. Дальше уже потом ее прокручиваем, и вот эти 2 пюре смешиваются, заправляются, и получается вот такое замечательное фенхелевое пюре. Дальше будет здесь еще соус чимичури. Кинза, чили, петрушка, имбирь, там, соль, перец, короче, вот все. Чуть-чуть горчицы, немного лимона, вот, из говядины. Это такое тоже, да, очень-очень хороший сочетание. Но и главное, мне кажется, помимо ребра, вот эти грузди кимчи. Грузди кимчи. Да, ты когда одну съедаешь, у тебя начинается выделение такое, да. Вот я сейчас говорю, оно меня уже захлебывается, потому что я вспоминаю этот вкус. Вот. И он тебя прямо вот раскачивает, ты, соответственно, хочешь еще. И потом у тебя он остается, это в памяти, да, вся эта история. И вот я на следующий день приду, я, знаешь, вспоминаю про ребро старой коровы с груздями кимчи, да, и мне хочется его купить, мне хочется его взять, вот, либо просто заказать их отдельно, потому что как аперитив, да, перед стартом, и все, и начинается эта игра. Вот здесь вот все наполняется. Вот я сейчас говорю, смотри, видишь, зашевелились. Это реально, это очень, не будем, да, никого обманывать, это консервированные грузди, понятное Вот дело. да. Да. Потом я их, конечно, покупаю и перерабатываю. Вот с этим маринадом, который там чили, немного сои, имбирь, кимчи обязательно, уксус, и все, он настаивается сутки, вакуумируем, он в себе все вбирает, у него уходит эта горечь, которая есть у груздей, да, то есть ее нет абсолютно там никакой, вот, и он набирает вот эту вот кислотность свою, вот этот, наверное, вкус умами может быть некий какой-то, да, когда я говорю, я могу, у меня полный рот. Морковь, лук, чеснок, тимьян, немного розмарина. Все он в себя берет. Посмотри. Да. И как долго? Посмотри. Часов 5? Здесь где-то 4,5 до 5, в зависимости опять от
старины все-таки нашей коровы. Вот, где-то щадящая температура от 120 до 140. И все, заложил свежими овощами, прям немного доброй соли. Все это сделал, поставил. Сюда, на доску. Опа. Чуть-чуть дорожной пыли, чуть-чуть травы, немного гастрономичности. Та-дам! Старость и молодость на одной тарелке. Сезонные овощи, почти сезонные грибы и внесезонная старая корова, которая все это в своей жизни, может быть, даже и ела. Да, вот этот привкус отличный у пюре. Ты попробуй с коровой. Обязательно с коровой попробуй. Обязательно. Супер. Это вообще, посмотри. Это прямо очень классно. Есть вкусы, которые окружают корову в естественной жизни где-нибудь в полях около леса. А вот это вообще наркотическая вещь. Да. Ну что, может запьешь его? Класс вообще.